Добрый вечер. В эфире региональные вести. В студии Лариса Шамаева. Главные события вторника. Покоритель Эльбруса. Сюда поднялся, по воле Аллаха, и также спустимся. Житель Чеченской Республики на коне взял самую высокую вершину Европы. Живое лето вместо виртуальной реальности. Изюминка данного лагеря – это контактная ферма, которая открылась в конце прошлого года. Лагерь практических навыков и характера Майралла открыл летний сезон. База и профиль. Оформит ли площадка тройное чемпионство, покажет проверка этого года. В Грозном стартовал ЕГЭ по математике. На Харьковском направлении военнослужащие батальона «Запад» Ахмат Минобороны совместно с сотрудниками отдела МВД по Курчеловскому району, а также во взаимодействии с подразделениями 26-го отдельного отряда спецназначения 82-го мотострелкового полка продолжают планомерно уничтожать живую силу противника. В ходе разведывательных мероприятий было обнаружено местонахождение группы военнослужащих ВСУ, укрывшихся в хорошо оборудованном подземном блиндаже. Противник рассчитывал использовать защитные свойства укрытия для сохранения личного состава, однако грамотная разведка и точное огневое воздействие не оставили ему такой возможности. После нанесения удара блиндаж уничтожен вместе с находившимся внутри боевиками. В Грозный с рабочим визитом прибыла заместитель министра просвещения Российской Федерации Ольга Колударова. В рамках двухдневной поездки в Чеченскую Республику запланирована насыщенная программа. Участие в окружном совещании Министерства просвещения страны в Северо-Кавказском федеральном округе, где обсудят актуальные вопросы развития системы образования, а также посещение подведомственного учреждения и ознакомление с реализуемыми проектами и программами в субъекте. Город Грозный нас сегодня встречает. Мы с завтрашнего дня собираемся проводить окружное совещание Северного Кавказского федерального округа. Это у нас практически заключительные гастроли Министерства просвещения Российской Федерации, где мы рассказываем о содержании общего дошкольного образования, что нужно непосредственно нашим школам и детским садам для воспитания и обучения нашего молодого подрастающего поколения. Летние каникулы без гаджетов, но с реальными испытаниями. Вместо виртуальных баталий, стрельба из лука и конные прогулки. А вместо соцсетей – живое общение и ремесленные мастерские. Как в лагере Майралла мальчишек от 8 до 14 лет учат взрослеть через дело и спорт, расскажет Ахмед Рамазанов. Яркое лето, где нет места скуки и виртуальной реальности. Вместо экранов смартфонов – живое общение, а вместо компьютерных игр – реальные вызовы. Лагерь практических навыков и характера Майралла объявляет об открытии летнего сезона, который длится 3 месяца. Для мальчиков от 8 до 14 лет это пространство станет настоящей школой взросления. Цель лагеря включает в себя воспитание мальчиков в духе ответственности, в духе взаимоуважения, в духе дисциплины. Также программа лагеря включает в себя развитие навыков физической активности, жизненно необходимых практических навыков, а также формирование духовно-нравственных ценностей. Мы стараемся создавать атмосферу для мальчиков, которые находятся в одной группе, работаем над командообразованием, взаимоуважением и взаимопомощью между ребятами. Программа лагеря расписана буквально по минутам, и каждый день здесь наполнен движением. В расписании конные прогулки, где юноши учатся уверенно держаться в седле, и стрельба из лука, развивающая концентрацию и меткость. Особый упор сделан на прикладные навыки. В ремесленных мастерских ребят учат работать руками, созидать и ценить труд. Физическую форму укрепляют не только на спортивных площадках, но и в бассейне. Изюминка данного лагеря – это контактная ферма, которая открылась в конце прошлого года. Здесь содержатся зебры, ослы, пони, овцы, козы, верблюды и некоторые экзотические животные. Дети с восхищением наблюдают за ними, а некоторых можно даже погладить и кормить. За всеми достижениями, которые добиваются дети, стоят опытные вожатые, готовые помочь во всем своим подопечным.
Мне нравится работа вожатого, потому что еще с детства я был в лагере 9 раз и очень хотел побывать на месте вожатого, узнать, как оно и как оно работает. На данный момент я нахожусь в этом лагере уже 5 дней, и мне очень даже нравится. Дети послушно слушают, мы выполняем разные задачи, на разные викторины, квесты, и это мне очень даже нравится. Юноши с интересом и азартом проводят каждый день. Они поделились впечатлениями и рассказали, какие дисциплины для них самые интересные. Коза, воин, масала, стрельба из лука, амдо, из оружия, амдо, стрелять дальше. Плавание, амдо, коза, наханил камулила, амдо, сон коза индери хаскает, коза звали ардар. Главный итог смены, который обещают организаторы, это не просто заполненные каникулы. Домой мальчишки вернутся повзрослевшими, уверенными в себе и готовыми к реальным жизненным задачам. Набор на летнюю смену уже открыт и количество мест ограничено. Записаться можно в интернете или через социальные сети. Ахмед Рамазанов, Ислам Нацуров, Адлан Хусаинов, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. Школьный выпускной еще впереди, но самый ответственный рубеж уже наступил. Сегодня в республике один из главных экзаменов для выпускников. Более 7 тысяч 11-классников пишут ЕГЭ по математике. База или профиль каждый выбрал для себя уровень сложности. Атмосфера напряженная, но организаторы сделали все, чтобы дети чувствовали себя уверенно. В одном из столичных пунктов сдачи экзаменов побывал наш корреспондент Лимда Жамалдинова. У ворот 18-й школы города Грозного заметно легкое, но отчетливое волнение на лицах детей. Участники ЕГЭ в последний раз сверяют формулы, пока организаторы проверяют списки. Выбрал направление экономическое на международном деле. Готовился в этом году, здесь 9 месяцев, прошел экстерном в 11 класс. И готовился 9 месяцев, у преподавателя отдельно готовился и на дополнительные ходил. Я планирую стать проектировщиком, еще у меня есть направление на инженерию, и еще, если и то, и ни другое никак не совпадет, я планирую стать программистом. А так я вообще не волнуюсь, готовился нормально, в принципе уверена в своих силах и способностях. Выпускники сдают один из 2 обязательных предметов. Базовая математика необходима для получения аттестата. На выполнение заданий дается 3 часа. А профильная – тем, кто поступает в вузы на специальности, где она официально закреплена. Время выполнения КИМ – 235 минут. Меры контроля строгие, но привычные. Проверка паспорта, металлоискатели и камеры наблюдения вокруг. С собой в аудиторию разрешено взять только черные гелевые ручки, линейку, воду и шоколадку. Экзамен по математике здесь у нас проходит по 2 направлениям. Математика базовая, математика профильная. Задействовано, точнее участвует всего больше 200 учеников, а если конкретнее быть, это 227 участников, где 104 пишут базовую математику. Задействовано аудитории 14. И если смотреть относительно регламента, в принципе ничего не поменялось, если сравнить с предыдущими годами. Этот пункт славится своей образцовой организацией. Все аудитории были полностью готовы задолго до начала. Ровно в 10:00 по местному времени в классах скрыли экзаменационные материалы. Для каждого из распределенных сюда 11-классников созданы абсолютно равные и спокойные условия. 18:02 пункт проведения ЕГЭ, двукратный победитель городского смотр-конкурса. Но если в первый раз лучше признали саму площадку, то во второй высшую награду забрали и ПП, и его руководитель, доказав, что даже самый строгий экзамен можно провести без сбоев и лишнего стресса для выпускников. Оформит ли площадка тройное чемпионство, покажет проверка этого года. Всего в регионе задействовано 36 площадок для проведения единого государственного экзамена. Первые результаты станут известны через несколько недель. Для тех, кто не сможет преодолеть минимальный порог по базовой математике, предусмотрены резервные дни пересдачи. Лимда Джамалдинова, Моусар Хаджиев, Руслан Магомадов, Вести, Чеченская Республика. В Грозном встретили чеченского тхэквондиста Белала Яхьяева после его успешного выступления на международной арене. В аэропорту его встретили президент Федерации тхэквондо Республики и коллеги. Европейское турне спортсмена завершилось триумфом на престижном турнире УИТИ «Президентс Кап Европа», который прошел в немецком Нюрнберге. Яхьяев завоевал золотую медаль в тяжелом весе, проведя 3 победных поединка против представителей Израиля и Турции, а в финале одержав победу над соотечественником. Белал
поблагодарил региональное руководство за все условия, которые они предоставляют в спортивной сфере. Также хочу поблагодарить министра спорта Чеченской Республики Ахмата Рамзановича Кадырова. Самое большое, что занесло дешна в основу. Могла проблемы. Именно тэквондо. Я снимаю его. Я снимаю я шел. Дуня я махал. Результат я его похвалять. Обычно Эльбрус покоряют опытные альпинисты специальным снаряжением, но наш следующий герой решил доказать, настоящая связь человека и животного способна преодолеть любые преграды. Как проходило восхождение на высоту более 5,5 километров и что подтолкнуло спортсмена на такой шаг, смотрим в сюжете Лейлы Муртазовой. Это не фрагмент из фильма и не работа каскадеров, а реальная история жителя Чеченской Республики Ислама Юсупова и его верного коня, которые за сутки покорили Эльбрус, самую высокую вершину Европы. Сюда поднялся, по воле Аллаха, также спустимся. Это один из любимых моих жеребцов, достойных подарок дорогого брата Муфтични. Непростое восхождение было приурочено ко дню рождения Ахмата Хаджи Кадырова еще в 2024 году. Эльбрус высотой 5642 метра над уровнем моря покоряется далеко не каждому. Однако ислам решился, и несмотря на суровые погодные условия и сложный маршрут, они смогли дойти до цели. Тем самым став единственным в истории чеченцем, поднявшимся на вершину прославленной горы на коне. هرجور تشيغان قويرسا تأخر سوتشيغ داجو سحلوه وعوش هرجور سوتشيغان يجي تنح تحلق تعصد دجان تنح سمو نخدات السنخيد سوبشي نعبرات دوح قويرسا سنده هرجورن سجت دورس أوجرج أو نقطة 100% نقويرنا ورسا هون أكشة هرتحشوا سودوش خينا عدوين دا سوية قايو هرتحلق تعلم مت عاش الشقات عندوين دا هرتشق سيولش نخش لمنشكا غلغة وبجري لمنشكا داغستان كرتشة كبر دا هر لمنشكا خلص مت بعد مثلا شقالو كنا 100% نقويرنا ورسا. Верному другу англо-арабской терской породы 10 лет. Появился он у своего хозяина еще в годовалом возрасте, как подарок. Наш герой сам воспитывал его, вкладывая заботу, внимание, прозвав Ашкафом. И, возможно, успех был достигнут благодаря тому, что рядом был человек, которому он привык доверять с самого детства. За годы работы он вырастил огромное количество лошадей, посвятив этому делу большую часть своей жизни. У животных особая связь со своим наставником. تونتو جور خاك عامل دو حال بخشوا قاش جور إخانسه برشوا قاش شقة جور خاك شو برقز عوجة جور خاك شورسه إيش تناد عدول دلرسه جور يزر تناخ تقنا سمو دل إيش تعدول دلرسه ده حال. У ислама множество кубков и медалей, завоеванных на соревнованиях как в регионе, так и за его пределами. Одним из последних стартов стал пробег, прошедший в Кабардино-Балкарии, где он вошел в число призеров. В этом состязании вместе с еще одним своим жеребцом показал достойный результат. سيجاها قد أدين رأسا كبرداها ما دقيدوكا أوش مسكوي سيجاها проводить яша чемпионат России, чемпионат мира, как сига проводить только пробегш по год один раз проводится только. Сига квалификационный, короче, на 40 километров поучаствовать Денираса. Первый раз вона орса суетян беш опытный баришта гоушхих набор. 41 участник бар на 40 километров. Ищтига первый раз участвовал дина хвазла метк хвазла вая нистелакса. Просто хавар дат хагори состейн дик хлиезها пульс لخوحيا الخليز منو تعبيسة شست وداره وحدوق قلب سجع سنيت ودوق ما من شو سجع
Данный конь носит имя Хайзума, ему 7 лет, кабардинской породы, у ислама с 3-летнего возраста. И за это время стал для него надежным партнером в выступлениях. После успешного преодоления 40 километров наш конь готовится к новым испытаниям. Уже совсем скоро ему предстоит принять участие в пробеге на 80 километров. Он уже доказал, что обладает отличной физической формой и готов к следующему старту. Сегодня за его деятельностью следят и восхищаются много людей в социальных сетях. К нему часто приезжают из других регионов, чтобы перенять его опыт и просто провести время на чеченской земле. Лейла Муртазова, Магомед Басаев, Магомед Бараханов. Вести. Чеченская Республика. На территории субъекта продолжаются рейдовые мероприятия по взысканию задолженностей со злостных неплательщиков. Сотрудники «Газпромраспределения» Грозный совместно с администрациями районов и участковыми службами ведут обход адресатов, которые имеют наибольший долг за потребляемое голубое топливо. Специалисты предупреждают, что в случае неуплаты наступает вынужденная мера отключения газа. Поэтому до жителей доводится вся необходимая информация о сроках и способах несения средств для погашения счетов за природный ресурс. Здесь организованы мероприятия по взысканию задолженности с потребителей, имеющих задолженность за поставленный газ. Задействованы 3 сварочных звена. Массовые мероприятия в таком роде будут проходить во всех населенных пунктах Грозненского района. И в связи с чем я хотел бы обратиться к жителям района с просьбой, имеющих задолженность, оплатить ее своевременно. И в случае отказа или неуплаты нами будут приниматься меры по отключению абонентов от газоснабжения. Небо для многих – предел мечты, но путь туда начинается на земле, причем иногда в здании аэропорта. В Грозном стартовала кампания, которая даст шанс выпускникам школ получить востребованную профессию без отрыва от дома. Кого ждут в авиации и какие условия подготовили для будущих специалистов, расскажет Турпал-Али Тайсомов. Работа в сфере авиации – одна из самых сложных, но в то же время интересных. Чтобы молодые люди воплотили свою мечту в реальность, Международный аэропорт Грозный имени Ахмата Хаджи Кадырова совместно с нефтяным техническим университетом имени академика Миллиончикова продолжает набор абитуриентов. Собеседования стартовали с 9 июня. С выпускниками школ встретился директор аэропорта, который разъяснил всю важность и строгость воздушного направления деятельности. Иметь терпение, собака, вещи, идеально обещан, но Москва вообще, Питер вообще, Кеча вообще, Санарушия ничи, он делал работник, объяснять, да. Надо ему доказательную базу законом, а закон ты будешь обучать вон там. Мы практически за него будем давать. Юноши и девушки отвечали на простые вопросы об интересах жизни и знаниях в области, в которой они хотят трудиться. По словам гендиректора Альвиша Гириева, обучение для ребят полностью бесплатное. Самое главное – это их заинтересованность и желание стать частью большой команды. Главное это то, что внутренне был человек собранный, был выдержанный психологически, постоянно, потому что необходимо работать с людьми ему. Молодого человека тоже мы смотрим, что мы можем сегодня на нем узнать. Но первый из опыта нашей жизни мы видим человека, что он нормальный, хочет связать свою жизнь с гражданской авиацией. Соответственно, мы идем к нему навстречу. Дальше из этого материала, то, что мы получили, мы делаем наших специалистов по этим направлениям. Практику они будут проходить здесь. Сегодня университет тоже добился больших результатов. Помощи оказания нам выделены 25 бюджетных мест, а 25 мест будет оплачивать за них уже аэропорт сам уже. Поэтому это тоже большое достижение. Мы каждого из них предупреждаем о том, что без знаний вы сюда зайдете, работать не сможете. Эти знания, которые они будут получать в колледже, мы будем закреплять практическими занятиями уже здесь, на территории аэропорта. Они будут проходить каждый год практику. Для студентов будет доступно обучение по специальности организация управления транспортом и сервис по видам транспорта, организация перевозок и обеспечение безопасности. В аэропорту много служб, без работы никто не останется. Единственное пожелание, чтобы контингент, который мы набираем, был заинтересован. И серьезный подход был к этому делу, потому что аэропорт – предприятие серьезное, стратегический объект. И
У этих ребят будет хорошая перспектива на дальнейшее. Срок обучения 2 года 4 месяца по очной форме, по заочной 4 года 4 месяца. Для будущих студентов это уникальная возможность получить престижную профессию в сфере гражданской авиации и начать карьеру в одном из крупнейших и перспективных транспортных предприятий Северного Кавказа. Турпа, Лолита Исумов, Алисхан Кацулов, Вести, Чеченская Республика. В Грозном состоялась презентация второго тома сборника «Нохчи Тюрнаш». Он издан за счет средств гранта главы субъекта Рамзана Кадырова. Уникальный проект направлен на сохранение и популяризацию родного языка, национального фольклора и литературного наследия. Работа была начата в 2020 году в качестве первого тома. Всего в 2 книгах опубликовано 128 народных и авторских сказок чеченских писателей. Общий тираж составил 1000 экземпляров. Почетные гости в своих выступлениях подчеркнули значимость издания для сохранения национальной идентичности. В рамках презентации состоялась церемония награждения работников культуры и соавторов сборника. ميلدو بسرش عاوي ميلدو صون لحي يشدخ يشوحدخ غديش ملخ هما ديكش بولما خلقن بيدي ميلدو جهما بين غديش يا الله عيسى. Активисты молодежных организаций совместно с Департаментом образования мэрии города Грозного провели акцию, посвященную Дню России. На центральной площади столицы активисты и волонтеры развернули огромный российский триколор. Такого рода мероприятия способствуют патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодого поколения. В рамках мероприятия жителям и гостям были розданы маленькие образцы символа страны и шарики. Затем полотно пронесли через бульвар имени Махмуда Исамбаева. Мэрия города Грозного совместно с Департаментом образования вместе с представителями школьных ячеек организации «Юные кадыровцы» проводим акцию, приуроченную к Дню России, в рамках которой наши обучающиеся развернули на центральной площади города большой российский флаг размером 4 на 9 метров. Акция настолько масштабная, что привлекла внимание горожан. На этом у меня все. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами была Лариса Шамаева. До новых встреч в эфире.